Здравствуйте. Мы опять пришли к вам. Здравствуйте, проходите. Мы все-таки требуем дать нашему ребенку возможность обучаться на родном крымско-татарском языке. Как вы меня утомили. Я же уже вам объяснял, что у школы нет такой возможности, нет таких ресурсов. Если вас это не убеждает, вы подумайте о своем ребенке, как он будет сдавать ЕГЭ, и что обучение на крымско-татарском языке негативно скажется на результатах госэкзаменов. Подумайте о будущем своего ребенка. Если директор манипулирует фактами, осуществляет психологическое давление, принудительно склоняет к изменению выбора языка обучения, то необходимо общение с ним переносить в письменную форму. Требуйте от администрации школы письменного отказа в организации обучения на родном языке. Данный отказ можно опротестовать в прокуратуре и в органах управления образования. Куда отправлять жалобы на бездействие администрации школы? Прокуратура города, района, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Управление образования города, района, Уполномоченному по правам ребенка в Республике Крым. Хорошо, мы вас услышали. Мы все-таки написали заявление. Наш выбор был осознанным, добровольным. Поэтому мы вас просим дать нам письменный отказ или организовать класс крымско-татарского языка. Как правило, директора, осознавая последствия проверок со стороны прокуратуры и органов управления образования, лояльнее подходит к решению вопроса об организации класса обучения на родном языке. Повторяю еще раз, требуйте от администрации школы письменного отказа в организации обучения на родном языке. Этот документ – ваш аргумент для подачи жалобы. Знайте, это ваше право, охраняемое законом.